Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Мадина Кураева и в начале главные темы выпуска. Защитники Родины. Я желаю вам удачи, чтобы вы живыми и здоровыми вернулись к своим семьям. Из столицы в зону проведения спецоперации отправилась очередная группа добровольцев. О настрое бойцов в этом выпуске. Новое оборудование. Это еще один шаг в плане улучшения материально-технической базы. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова закупил интерактивные доски для образовательных учреждений республики. Священная ночь Бараат. В Субъекте прошла масштабная благотворительная акция от регионального общественного фонда. Смотрите в нашем эфире. В доме руководителя субъекта Рамзана Кадырова прошли религиозные обряды в честь наступления священной ночи Бараат. Собравшиеся совершили зикр и прочитали мавлид. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Мюриды, кадии и богословы идут плотной группой. 15-я ночь месяца Шаабан под названием Бараат является душой и сердцевиной одного из запретных месяцев. Верующие направились к дому главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Политик лично встретил гостей, чтобы вместе провести религиозные обряды. При каждой встрече верующие просят Всевышнего о милости и благополучии. Коллективное обращение к Творцу – это, конечно же, сунна пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. В богоугодном деле приняли участие и внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После завершения мавлида и зикра к собравшимся обратился председатель Совета алимов Республик Северо-Кавказского федерального округа Хожа Ахмед Хаджи. وسمنا الطلق اللي زير فيها ايش اثبت فيها كورت يورك تلنزا يلزم بوي أمبل شي هذا تلشتريز تور يلا ورشقة تلشتري يورك تلنزا سحب يوقف اللي يجي يوقف واثنين حيات شيء زيرتي ايش تسمع حاجة لا اسكر حاجة وسم ناس فرس ايش تصاشيه تيالي حصش تكك حص شين قول يزيش خليه اخ اول الزجر شهتنا اللي البليه تبغى يجي عايز هون عليه والكربش لا يوعى يلو قشن خافه خفا قال له هناك شيء صحيح تمكن اللي وش يقص استاهل اللي وين هاي اللي يشوف كلي وهم قدر الكريم كرت يوقف البير الخيترنا اسكر على الداخل هذا اسكر على الداخل جاه وين مخ دعوة نوي مخ والأخ مخ سيجح الليل ولا اسكر على أورش الليل بس شيء يلرب للخليو شلت شو حيو الخلبة الدعية هذا يقول وقت قريش أول شيء إيش سوزان شو يوقع اسكر على الوقت ويش بوش شنو اسمنا ناي إذا سعيست بالإبار О важности ночи Бараат и о том, как лучше следует провести это ценное время, рассказал муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. ويتي عشير توب للحبيب زنسان توب قبل الدرشة ويتي عشير حش ديوش ليت ديوش سا شالروي بوش سا يلروي الورشة سنريز دور درشة حش توش دي درشة بوخش
Pergüs şakallaz değil, koy koy. Malay kaşkamrı da tepter şazdoy tala o koysan da sanşarını. Suşar şu dünyanın şu var ver. Dünyanın şu davar ver. Ritsa tundere büyüs diyen yer Yaşma aleyhissalatu vesselam koyucuları ya da şahlar inatsu şara ayın yolşul amal halayış buysa yuvarız. Далее верующие сделали коллективную молитву, после чего гости направились в обеденный зал, где их уже ждали столы с яствами. По завершении обрядов руководитель субъекта поблагодарил всех за визит. Он пожелал всем добра и многократного довольства Всевышнего за крепкую веру. Турпал Алита Исумов, Хусейн Мурдаханов, шейх Мансур Малатов и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабную благотворительную акцию во всех районах республики. Нуждающимся семьям передали продовольственную помощь. Подробнее расскажет Мадина Нуцалчиева. Продуктовый груз прибыл, начинается расфасовка по пакетам. Делается все оперативно, чтобы наборы как можно скорее дошли до своих адресатов. Такая процедура для работников администрации селения Толстоюрт уже давно успела стать привычной. Собственно, так же, как и проведение самих благотворительных акций руководством региона для его жителей. На этот раз она приурочена к священной ночи Бараат. В ночь Бараат мусульманам рекомендуется просить Всевышнего принять благие деяния и простить грехи, вспоминать и желать прощения, милости и благоденствия умершим, а также рассказывать детям о ценности и достоинстве этой ночи. В рамках акции роздано 30 тысяч кур, 90 тысяч буханок хлеба и 15 тысяч бутылок лимонада малоимущим семьям. Вне зависимости от времени суток работники администрации доставляют продуктовые наборы получателям прямо до двери. За благотворительными акциями и подобными мероприятиями прочно закрепилось имя регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова и его президента Аймани Несиевны. Это и неудивительно, ведь на протяжении нескольких лет беспрерывно оказывается помощь всем нуждающимся в ней. Плодами этого труда являются тысячи благодарных людей. Vai patsa Kadiron tira, Aymanin tira, Tsunduzon tira, Vain Mokshulush, Vai Bartkhuluch, Sikhsirdoq, Sardokardar, Oboldol Karuzande. Obol Saruel Seri, Bezendel, Aymani, Chink, and Ramzana, Sikhsihada, Daldok Hastit, Matseri, Bezendela. Акция охватывает весь субъект, а значит, без внимания не останется ни один район и селение. В Ахмат-Юрте продукты также оперативно погрузили и подготовили к раздаче. مش بنقطعن هو توشينا أق ساعدق دل شيء دعي غير مش نادع كاتودش ساعة نيت إنش أبوس ليرنا بيش بق بابو وصلوا دال ساعة قبل داله وصلوا دال شديك نعسوا قيرزة وصلوا دال هربرات بيسا ومكنا ومكع بيت مجنانا الله دال بركتي ولا دال داعي بركتي ولا. Списки с нужными именами составляются заранее и очень тщательно, чтобы никого не упустить. Строго следуя им, наборы раздали и жителям Шалинского района. В городе Аргун знают, что региональный фонд никогда не упустит возможность совершить доброе дело. Заботу от него жители принимают с благодарностью, ведь такая поддержка для них необходима. Жителей Курчалоевского района также не обошло стороной это благое дело. Для них эта помощь всегда важна и своевременна. Мадина Нуцалчиева, Ислам Ибрагимов, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. Очередная гуманитарная помощь доставлена от регионального общественного фонда в провинцию Хама Сирийской Арабской Республики для пострадавших от землетрясения. Груз включает все необходимое – это питание, одежда и вещи первой необходимости. Обо всем по порядку в следующем материале. Рука помощи, протянутая фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Сирийской Арабской Республики, продолжает поддерживать братьев по вере. В 2 центра временного размещения провинции Хама доставили очередной груз с гуманитарной помощью для семей, пострадавших от землетрясения. Привезенное включает все необходимое – еду, в том числе детское питание, а также спальные комплекты. قد نيجوا حلو ده ترجع ده عشان تاخد نجيمهم ده عيل جدا وقوي شو تبير جوا هنا
عادي كارت تاع بوبين تشكش بورصة كويبر تاخذ بيلي كويبر إديت اللي لما قد يغن إدر أزالشي إسند الغمش فوق زجحة شو خاص كيت حقود جيمهم يسحة سنة غد بالخي ناخ بركش أورج حقول بيش تقول يا إشتا بركل أقدر شاش أولي عرب متاح غاسق متاح ألغاتش спасибо رمضان спасибо Чечня бош и маш тютуш дагар баркал ол хадин чуну. Люди с детьми на руках были искренне рады этому. Они выразили благодарность в адрес руководства фонда и всего чеченского народа за помощь и сопереживание. احنا اتينا من ريف الغاب. حبيبي جديد صح خذ خانس خوش بعمل قصدش ديك حاجة خوش مدو قانون بركل أول شاش اشتاش وضعش بيحكي ورشة شو ندق بركل أول شاب وحشة يا جمانا كيتش حلوش يوم يشين بوخ. Кроме того, в городе Алеппо 50 семьям переданы финансовые средства от фонда на приобретение жилья. Всего в рамках данной благотворительной акции было охвачено 9 тысяч семей. أثر الزلزال وارتجاج. دقر بركل أولو نحكي قامنا رسي بتشاقنا يغطوا شكوكل خوشنا رمزان حجنا تاقا هون تدولش زمن ترسينين دينجغون ألا عشر أمبولش خير نحشي تعهوتين دينوجنا وصلنا يوقع غير قد دوش دخل لولوش لبوخ تحن أكوبشا أوقه تحن أكوبشا صندوق رسي تاقا نحكي بتشاقي أوتر ويقوي ريسبوبليك إيش تسيري بتشاقي إيش غير قدو مثلا دقر بركل أول شابوخ. И такая поддержка пострадавшим людям оказывается с первых дней природных катаклизмов, чтобы граждане смогли пройти через все сложности и начать новую жизнь. Турпал Алита Исумов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В столичном аэропорту состоялась очередная отправка защитников Родины. Добровольцы из разных уголков страны прибывают в регион для участия в специальной военной операции на Украине. Проводить их прибыли официальные лица республики. Подробнее Рамзан Абоев. Есть такая профессия – Родину защищать. Этих слов с глубоким смыслом придерживаются настоящие патриоты Отечества, которые по зову сердца отправляются из Грозного на защиту жителей Донбасса от преступных посягательств со стороны украинских неонацистов. Магомед Магомедов отправляется в зону проведения специальной военной операции второй раз. В прошлом году он провел 3 месяца на фронте и принимал самое деятельное участие в боях за города Рубежное и Северодонецк. Еду, иншаллах, вот своими братьями, славянами. Мы много разговаривать я не буду, но иншаллах мы с этим злом закончим, иншаллах. Все, то, что я могу сказать. Я хочу выразить огромную благодарность Рамзану Ахматовичу. Мотивация участвовать покончить со злом, чтобы все жили дружно, мирно, чтобы никакой фашизм, никакой национализм не прошел. Проводить добровольцев в аэропорт имени Ахмата Хаджи Кадырова приехали председатели парламента Магомед Даудов и министр внутренних дел Руслан Алханов. Что они хотят внедрить, занести на территорию нашего государства? Какая это религия? Это религия безбожества, сатанизма. Мы горды, что у нас есть достойные сыновья, мужественные бойцы, которые каждую неделю, не говоря о структурных подразделениях Росгвардии, МВД, Минобороны, здесь по зову сердца, добровольно. Слово «доброволец» – это много чего значит. Из вас каждый изъявил желание. Я хочу защитить свою родину, свой народ, честь, достоинство и религиозные наши ценности. Это много чего стоит. Министр внутренних дел Руслан Алханов выразил уверенность в том, что бойцы выполнят все поставленные задачи на самом высоком уровне и пожелал им удачи. Я желаю вам удачи, чтобы вы живыми и здоровыми вернулись к своим семьям, выполнив приказ Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, главы Чеченской Республики, героя Российской Федерации Рамзана Ахматовича Кадырова. Добровольцы проходят ускоренную профессиональную огневую и тактическую подготовку в Российском университете спецназа у самых опытных инструкторов. Вместе с тем они проходят и медицинскую программу. Национальный состав группы разнообразный. Здесь бойцы со всех уголков страны. Хочу в первую очередь поблагодарить Рамзана Ахматовича, инструкторов Российского университета спецназа. Для всех желающих, кто хочет сюда приехать, могу сказать так. За неделю подготовки в РУСе дают знаний больше, чем за 2 года срочки в армии. Инструктора просто высший класс. Когда мы только приехали, стреляли все в молоко. Вчера уже все били 10 из 10. Сам нахожусь на госслужбе, приостановил контракт.
Приехал сюда, потому что родину надо кому-нибудь защищать. Я с Белгородской области, мою область бомбят каждый день. Дети погибают, люди, города сносят. Мотивация у меня сильная. Там не только должны добровольцы быть, больше людей уже должно быть. Война идет. Сегодня нашу область бомбят, завтра всю остальную Россию будет. Любим эту страну, Россию. Желаем всем, кто там и куда мы собираемся, всем удачи, чтобы мы победили. Амуницией бойцов обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рюкзаке спальные мешки, аптечка, комплекты одежды и бронежилеты. Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Россия! Мощь! Ура! 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 Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова закупил интерактивные доски для образовательных учреждений республики. Новое оборудование передал министр образования и науки Хошбау Дидаев. Тему продолжит Луиза Яхьяева. В регионе не первый год идет активная цифровизация сферы образования. Электронные дневники и журналы уже стали привычным способом отслеживания успеваемости обучающихся. Затем, чтобы очередная партия интерактивных досок благополучно доехала до назначенных пунктов, следит лично министр образования и науки региона Хошбау Дидаев. За бюджетные деньги мало что получается, и всегда к нам на помощь приходит наш региональный общественный фонд имени нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. И сегодня у нас очередной праздник в этом плане. Это еще один шаг в плане улучшения материально-технической базы. В Грозненский колледж информационных технологий на этот раз привезли 2 интерактивные доски. Опыт использования этого оборудования у студентов и преподавателей уже есть. Современные технологии упрощают процесс обучения и делают его более интересным. Например, конкретно для меня, у меня вот плохое зрение, и на вот таких интерактивных досках мне видно намного лучше, чем на проекторах. Благодаря комплекту, то есть вести уроки намного легче, а то думаю, объяснять на студент, а то потому что сразу так объяснить, да, я рисовать, да, Школы, колледжи и техникумы сегодня при поддержке Министерства образования и науки региона, а также регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова имеют возможность предоставлять своим ученикам лучшие условия. Характеристики оборудования, которое сегодня доставили в образовательные учреждения, подтверждают это. Интерактивная доска отечественного производства имеет возможность подключения встраиваемого компьютера, работает на базе операционной системы Android. Также на ней одновременно могут работать несколько человек, поскольку она поддерживает до 20 касаний. Луиза Яхьяева, Магомед Басаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации прошло мероприятие к Международному женскому дню. Руководитель ведомства Ахмед Дудаев лично поздравил прекрасную половину коллектива с 8 марта, отметив их огромные заслуги в труде на выбранном ими поприще. Далее состоялся концерт с участием работников Департамента культуры и мэрии города Грозного. Международный женский день, праздник целый Окчуа болзвой телевидения, газеты, агентства, белыш бешбул, моссу на осты царапавая, далде орвелбо, вая халалде президент Амал Хаджи царапил, фонд руководитель Аймани Хадж, далде орвел, işte, оночи шуамел был дудри далде орвел, холденц, лаш бешбул бол, ушкушон, и вая коллективно беч болван отражаться дешкушон. Каждый чуваши вносит еще лептши отдел, чуваши департамент, чуваши профессионально, качественно, бома без бешка, из-за общего и коллективно бешка, баланс, я сказываться, да, я буду вот телевидение шкаф, школ, газеты, агентства, дом печати, митча, вот эти подведомственные организации шкаф, школ, зудри ижлибас, шаш хазнесан, война семер больше, милхом дадил тиш ми больше, так. حيقل دولش بزد بولش يحيوش ديك زودري ديك يعرفوا ويزي بيلش بيشا وهو ريسبوبليكا بيش بيشابك سن اشتقنا مصيبه ويزي وي كولكتيف شكا سندايلا شو مصو دالدي الوال. В Грозном состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, в рамках которого прошла презентация деятельности и развития Чеченского регионального отделения Общероссийской общественной организации Ассамблеи женщин-руководителей. Подробнее расскажет Медина Мударова.
в этом зале собралась прекрасная половина человечества, женщин, вбившиеся в жизни многих высот и реализовавшие себя во всех сферах бизнеса, тем самым заслужив уважение и признание среди общества. А это мероприятие еще раз доказывает то, что в Чеченской Республике высоко ценится труд женщин. Ассамблея женщин-руководителей – общероссийская общественная организация, призвана объединить активных дам республики. Их ответственность и инициатива, ритм жизни и умение держать удар в самых сложных ситуациях и помогли добиться того, что они имеют сейчас. Ассамблея женщин-руководителей помогает развитию профессиональных качеств женщин-руководителей, обмену опытом. Например, в любом конце нашей необъятной родины есть подруги, к которым в любое время мы можем обратиться. Да? Опыт одних мы перенимаем, других регионов запускаем. Это обмен профессиональными контактами. Это выдвижение наших милых дам на международной арене. Кавказские женщины полностью разрушают стереотип о себе как охранительницы домашнего очага. Помимо бытовых дел, они успевают достигать высоких результатов в работе, внося пользу во все сферы жизни современного общества. За многолетний труд и большой вклад в развитие республики гости были награждены почетными грамотами. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие социальной сферы и Института гражданского общества Чеченской Республики руководителю Чеченского регионального отделения Ассамблеи женщин-руководителей Абубакаровой Лизе Магомедовне. Конечно же, в повестке дня не обошлось и без развлекательной программы. Для милых дам исполнили самые лучшие песни. Помимо признания заслуг женщин, подобные мероприятия также способствуют обмену опытом между гостями и поиску деловых связей. Просто интересно пообщаться с дамами, которые непосредственно имеют отношение к бизнесу, к руководящим должностям, поделиться опытом. Это, я думаю, это огромный для меня колоссальный опыт и просто даже интересно. С каждым годом наблюдается увеличение активных и инициативных женщин-руководителей, которые работают в государственном управлении, успешно реализуют проекты в бизнесе и достигают высоких результатов в своей работе. Медина Мударова, Аслан Ахматов, Сидимин Дутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Более 300 спортсменов приняли участие в первенстве СКФО по вольной борьбе среди юношей до 21 года. Участники со всего Северного Кавказа в 10 весовых категориях поборолись за победу, ведь на кону возможность проявить себя и показать силы, умения в первенстве России. Соревнования будут длиться в течение 2 дней. Это основные соревнования отбора на первенство России. Здесь с 1 по 6 место спортсмен занимает себе место, поехать на первенство России и дальше там показать свое мастерство. На Северном Кавказе вольная борьба развита очень хорошо, и здесь уровень очень хороший в этом плане. Такие события следите за вестями на официальных страницах в социальных сетях и на платформе «Смотрим» телерадиокомпании «Война». Подписывайтесь. С вами была Мадина Кураева. До новых встреч в эфире.